Доброе утро всем, кто нас видит и слышит, кто настроился на наш эфир. В эфире 9 часов утра. Сегодня среда, 17 мая. У микрофона Разиф Абдуллин. В эфире программа «Аспекты республики». Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шаяхметова, а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Прошу также вас ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем. Вчера было достаточно много новостей, связанных со специальной военной операцией. Вот одна из них. Жители деревни Бекбулатова Кугарчинского района возмутились самосудом над их односельчанином в зоне специальной военной операции. Они записали видеообращение генеральному прокурору России. Видео обращение опубликовал в телеграм-канал Куштау онлайн. По словам жителей, их земляка Флюра Кусепкулова, мобилизованного в сентябре прошлого года, избивали и повесили на дереве свои же сослуживцы. Тем самым они дискредитировали армию Российской Федерации, по мнению авторов обращения. В обращении содержится просьба разобраться в ситуации и наказать виновных. В качестве доказательства к самому видеообращению добавлено еще несколько кадров. На них видно, как военнослужащего со следами крови на лице связывают и подвешивают на дереве. Мы могли бы показать эти кадры, но я решил не ставить, слишком они шокирующие. В республике сформировали башкирский артиллерийский дивизион в составе полка Башкортостан. Дивизион будет носить имя Героя Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон». Мугин Нагаев воевал в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии, был командиром взвода противотанковой батареи. За свои заслуги был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. По данным телеграм-канала, арт-дивизион планирует отправить на боевое слаживание уже 18 мая, получается буквально завтра. Церемония отправки назначена на 2 часа дня на Советской площади в Уфе. Вчера было сразу несколько сообщений о гибели уроженцев Башкирии на территории специальной военной операции. Погибли, например, Егор Соков из Колтасинского района, Антон Кабанов из Уфы, Сергей Озеров из Белорецка, а также Владимир Машкин в Мишкинском районе, с ним простились, Рамиль Сиддиков в Благоварском районе и в Салавате простились с Ильнуром Ермухамедовым. То есть 6 человек за один день. Такие новости пришли, как бы вот за вчерашний день. Об этом писала наша редакция. Напомню, что сейчас счет погибших земляков из Башкирии идет уже на сотни, перевалило 6-ю сотню. Это уже почти в 2 раза больше, чем за 1 год в Афганистане погибших из Башкирии. В связи с этим я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале. Вопрос достаточно простой, а может быть и в то же время и сложный. Но тем не менее, попытайтесь на него ответить честно, откровенно. Как вы считаете, специальная военная операция закончится до конца этого года, до конца 2023 года? Да или уже нет? Почти в 2 раза больше. Неважно, каким образом она закончится, это мы не обсуждаем, мы просто спрашиваем ваше мнение. Как вы считаете, специальная военная операция закончится до конца 2023 года, да или нет? Итоги голосования мы подведем ближе к концу эфира. А я вас прошу голосовать на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Будет довольно интересно посмотреть на ваше мнение. Не забывайте ставить лайки. Мы продолжим обзор прессы. В Уфе задержали активистку Рамилю Саитову, которая внесена в список экстремистов и террористов. По предварительной информации, ее задержали сотрудники ФСБ прямо у нее дома. Об этом сообщило издание «Пруфы» со ссылкой на осведомленный источник. Позже в одном из телеграм-каналов появилась фотография, где видно, что в домашней обстановке Рамилю Саитову окружили люди в форме. Вот. Предположительно, задержание активистки может быть связано с ее визитом на строительную площадку рядом с археологическим памятником городищу Уфа-2. Когда там начала работать строительная техника, допускает издание. Там она допускала резкие и провокационные высказывания в адрес главы Башкирии Ради Хабирова, премьер-министра Андрея Назарова и определенных социальных и национальных групп граждан, написали пруфы.
Мы посмотрели вчера телеграм-канал самой Рамили Саитовой. Напомню, она внесена в список экстремистов и террористов. И последний ее пост в телеграм-канале был опубликован в 10 часов утра вчера. И он был связан с намеченным на 20 мая в селе Тимясово сходом граждан района Зауралья. Сход граждан был вызван, как объясняют его инициаторы, бесконтрольной выдачи лицензий в районах Зауралья на разведку и добычу золота, цветных металлов и других полезных ископаемых. Возможно, и это было причиной ее задержания. Напомним, что в 2021 году Рамилю Саитову приговорили к 3 годам лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. Вышла она на свободу немножко раньше, досрочно получается, 12 августа 2022 года. За это время уже ее как-то один раз задерживали, это было в сентябре прошлого года. Тогда она пыталась пойти на выставку художницы Евгении Васильевой, бывшей чиновницы Министерства обороны России, приговоренной в 2015 году к 5 годам за мошенничество. Ну и про новость про то, что сход состоится в селе Тимясово в Баевмарском районе, согласовали собрание граждан. Об этом сообщил телеграм-канал Куштау Онлайн, опубликовав копию письма из администрации сельской, где действительно значилось, что согласовали собрание граждан. Правда, изначально заявлялся это мероприятие как сход граждан, а теперь это будет собрание. Ну, как бы, я думаю, шило на мыло поменяли, ничего страшного в этом нет. Дата и время собрания остались, как было заявлено, 20 мая в 14:00, но изменили место проведения собрания, сообщает телеграм-канал Куштау Онлайн. Вместо подножия горы Ягалса, где первоначально предполагалось провести мероприятие, сельская администрация села Тимясово утвердила местом проведения собрания здание Тимясовского дома культуры. Но если количество вдруг участников превысит вместимость здания, то его можно провести на площадке перед этим домом культуры. Ну, напоминаю, что администрация изменила формулировку мероприятия. Вместо сход граждан это собрание граждан теперь называется. Еще раз напоминаю, что инициаторы объяснили этот сход тем, что в Зауралье, в районах Зауралья очень много лицензий выдается на разведку и добычу золота, цветных металлов, других полезных ископаемых, и они опасаются, что их недра, горы рядом с окружающими будут изрыты и уничтожены. То есть, в принципе, вот такими соображениями вызван сход. Тем временем Министерство образования сообщило, что в общеобразовательных учреждениях Башкирии недостает 700 педагогов. Такие данные озвучил замминистра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин в ходе заседания профильного комитета Госсобрания Башкирии. Об этом сообщает МКСЭД. По словам замминистра, кадровый голод связан с тем, послушайте причину, мне очень это интересная формулировка. Выпускники профильных вузов не заинтересованы в трудоустройстве школы из-за психологических сложностей и профессионального выгорания. Вот такая формулировка, достаточно неожиданная. Все-то почему-то думали, что по другим причинам, а вот как раз такие сложные причины. Психологические сложности и профессиональное выгорание. Это было мнение замминистра образования Башкирии Ильдара Мавлетбердина. А вот я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали другое мнение. Как раз в программе «Аспекты мнений» вчера участвовал политолог Арсен Шаяхметов, и ему ведущий Дмитрий Колпаков как раз и задал вопрос, в чем причина такого кадрового голода, почему выпускников, почему в школах не хватает учителей. Вот фрагмент из этой программы сейчас я предлагаю послушать. Давайте послушаем. В городских и сельских школах Башкирии не хватает 700 педагогов. Такие данные привел замминистра образования республики Ильдар Мавлетбердин на заседании профильного комитета в Госсобрании. И тут самое интересное. Основная причина нежелания работать в школах, это я читаю «Коммерсант», выпускников вузов господин Мавлетбердин назвал психологические сложности при вхождении в профессию и профессиональное выгорание. И эту проблему планируют решать созданием института наставничества. Что не так в этой новости?
в ней наша жизнь, скорее, что здесь не так. Понятно, что дефицит кадров не рождается просто так. Это, во-первых, комплексная ситуация, когда нынешний городской житель не заинтересован в том, чтобы ехать в село, менять свои привычки, менять привычную среду обитания на менее комфортные условия проживания. И даже те ребята, которые приезжают из сел, из деревень, из районов, отучившись в Уфе, они или в других городах, не только в Уфе, они тоже не всегда проявляют интерес для того, чтобы вернуться на свою малую родину и продолжать там уже непосредственно трудовую деятельность. В первую очередь, это общее достаточно депрессивное состояние экономическое и социальное села. Если в республике с этим еще получше, чем в ряде регионов, то в центральной России ситуация совсем патовая. Люди просто не заинтересованы в том, чтобы переезжать и существенно падать в уровне жизни для того, чтобы получать какие-то сомнительные преференции для своей жизни. Если мы рассматриваем непосредственно уже профессиональную сторону, менее комплексную, которую необходимо решать в рамках долгосрочных госпрограмм, то дефицит кадров возникает еще и потому, что высокие требования предъявляются к оплате труда педагогического состава, а это понятно, что и со стороны государства, и со стороны муниципалитетов далеко не всегда покрывается реальными экономическими возможностями. То есть, конечно, можно задать любую нормативную планку и требовать ее выполнения, но для этого необходимо обеспечить ее непосредственно ресурсами, а вот ресурсов на это недостаточно, как правило. Поэтому педагогов либо добровольно, либо принудительно обвешивают дополнительные работы, часто за это доплачивают, но доплачивают, понятно, в минимальном размере, и поэтому особенно молодые представители этой профессии вынуждены идти на то, чтобы совмещать в себе большое количество функционала и ряд ставок для того, чтобы получать достойную зарплату, но при этом понятно, что высокая нагрузка вкупе с постоянной эмоциональной нагрузкой, потому что тебе приходится общаться с детьми, с родителями, самому непосредственно вкладываться и эмоционально, и физически в каждый урок. Такая ситуация очень быстро приводит к выгоранию. И понятно, что в нынешних условиях нынешней жизни, которая за последние десятилетия очень сильно ускорилась, это эмоциональное выгорание наступает уже не как у наших, там, например, мам, пап, бабушек, дедушек, когда для этого могло там потребоваться 10, 20, 30 лет. Многие же работали на одном месте всю жизнь. Эмоциональное выгорание сейчас наступает очень быстро, особенно в условиях, когда у тебя есть альтернативы и те сферы, которые тебе кажутся менее эмоционально затратными, или где можно за те же деньги работать по менее напряженному графику. Поэтому, конечно, в условиях совмещения, в условиях большой нагрузки, особенно в тех местах, которые являются малопривлекательными для жизни, мы часто сталкиваемся с проблемой, когда, отработав там 2-3 года, молодежь уже не стремится в дальнейшем задерживаться в школе и начинает опять-таки либо менять профессию, либо переучиваться на кого-либо другого, либо уже непосредственно уезжает из села, и это, к сожалению, одна из причин такого запустения, которое мы видим в последнее время и в сельской территории, и непосредственно в профессии. Потому что и тот же медуниверситет выпускает большое количество, сотни выпускников каждый год, и педуниверситет, классический университет, но вместе с тем мы видим, что постоянный дефицит кадров и в медицине, и в образовании. Собственно, если говоря про школу, сам знаю примеры, когда люди совмещают не то чтобы 2 ставки, а берут еще на себя классное руководство, выполняют функции там завуча и непосредственно преподаешь в школе, и, конечно, сколько ты выдержишь при таких нагрузках, если у тебя еще есть семья своя, свое хозяйство. Просто люди перенапрягаются и теряют малейший уже интерес в данной сфере. Вот мне кажется, как раз, что это коррелирует с нашей первой темой. Можно же решить кадровый дефицит принудительным распределением. Можно, но такие сотрудники будут еще меньше заинтересованы в своем труде. И, во-первых, это будет сказываться и на качестве их работы в период непосредственно распределения, и в дальнейшем понятно, что задержатся они в данной сфере и, может быть, на данном месте работы еще меньше, чем те, которые изначально горели и стремились. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шаяхметова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и на нашем канале в Ютубе. Напоминаю, что как раз в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан» мы проводим голосование, спрашиваем ваше мнение, как вы считаете, закончится ли специальная военная операция до конца 2023 года, до конца этого года. Ответы «да» или «нет» принимаются до конца эфира, и в конце мы подведем итоги голосования. Сейчас продолжим обзор прессы. Прокуратура Башкирии запросила для вице-премьера Бориса Беляева 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсант Уфа». Гособвинитель выступил в заседании Ленинского районного суда Уфы в ходе процесса. Там рассматривается дело в отношении вице-премьера, министра ЖКХ Бориса Беляева и главы Минстроя Рамзиля Кучербаева.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 миллионов рублей были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться. А обвиняемые якобы об этом знали и тем не менее подписали акты приемки очистных сооружений. Представитель обвинения, напомню еще раз, запросил для Бориса Беляева 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, а для Рамзиля Кучербаева он запросил 8 лет и 10 месяцев. Также прокурор попросил запретить чиновникам на 3 года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, которые связаны с организационно-распорядительными полномочиями. Свою вину подсудимые не признают. Перейдем немножко в другую плоскость, больше экономическую. Пару новостей оттуда. Выдача потребительских кредитов в Башкирии за год выросла на 40%. В апреле в Башкирии было выдано 35 100 потребительских кредитов, что на 41,6% больше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. По сравнению с мартом этого года показатель сократился немножко на 1,8%. По количеству выданных потребительских кредитов Башкирия находится на 6-м месте среди регионов страны. Достаточно высокое место. На первых 5 местах Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Вот. В целом по стране в апреле было оформлено почти 1 миллион кредитов потребительских. Это на 77% больше, чем в апреле прошлого года. Такой большой рост годовой объясняется падением потребительского кредитования в марте-апреле 2022 года в связи с шоковой реакцией рынка на внешние события. Ну, мы все понимаем, о каких событиях идет речь. Другая новость касается тоже экономики. Платформа HeadHunter проанализировала более 25 тысяч вакансий, открытых в Республике Башкирия в апреле этого года, и сообщает, что средняя предлагаемая зарплата в Башкирии в апреле составила 30,5 тысяч рублей. Ну, то есть это то, что предлагают работодатели, поясню. Эта зарплата, предлагаемая, на 10 тысяч рублей меньше, чем в марте. Общее падение средних предлагаемых зарплат в регионе объясняется изменениями в структуре вакансий. Так, за последний месяц в Башкирии очень сильно вырос спрос на работников торговли розничной на 30% почти, а также на представителей сферы туризма и общепита на 20% почти, где там предлагают не самую высокую заработную плату. Вот. Поэтому и объясняется такая динамика средних предлагаемых вакансий, средних предлагаемых зарплат в вакансиях. Вот. Ну, можно еще сказать, что самую высокую заработную плату в Башкирии предлагают высшему и среднему менеджменту, в среднем почти 89,5 тысяч рублей. А на втором месте специалисты по добыче сырья 85 900, на третьем строители 82 тысячи с лишним. А самые скромные зарплаты предлагают в таких сферах, как розничная торговля, финансы, бухгалтерия и безопасность. Ну, безопасность, наверное, имеется в виду все-таки охранники. Еще одна экономическая новость. Вчера в Башкирии запустили фабрику спортивной одежды «За спорт». Такой бренд. Ее открыли в особой экономической зоне Алга. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров в своем телеграм-канале. Я рад, что теперь в Башкортостане появилась фабрика такого уровня с современным оборудованием, хорошими условиями труда и достойными зарплатами. Поделился он. Это не просто новое предприятие, это некий цивилизационный шаг вперед в сфере повышения технологий легкой промышленности. Вот такое мнение. Надо немножко слов сказать о самой компании. Компания была основана дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году. Эта компания является официальным экипировщиком олимпийской команды России. Сам завод решили построить в январе 2020 года в рамках форума легкой промышленности. Вот. И как бы сама фабрика будет, если она выйдет на полную мощность, она может выпускать порядка 600 тысяч единиц спортивной одежды в год. Вот. И ранее российский Forbes еще сообщал, что дизайнер, вот этот Анастасия Задорина, она дочь президента
спортивного клуба «Динамо», руководитель службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Среди спонсоров Задориной, по данным издания, структура Алексея Хотина. Ну и чем она еще стала известна, вот эта дизайнер, осенью 2014 года она организовала перед цирком на Цветном бульваре в Москве акцию по обмену предметов импортной одежды на футболке с такими надписями: «В гробу я видел ваши санкции, тополь санкций не боится, санкции, вопрос, не смешите мои Искандеры». Вот, и тогда ее фото с такой футболкой, вернее, фото звезд с такими футболками взорвало соцсети. Очередь на самой акции была большой. Акцию рекламировали по всей Москве на билбордах. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы спрашиваем вас, как вы считаете, закончится ли специальная военная операция к концу 2023 года, этого года? Да, нет. Вот. И, соответственно, итоги голосования подведем чуть позже. Новость для тех, кто хочет вылететь в Турцию. Авиакомпания Red Wings решила увеличить количество рейсов из Уфы в Стамбул с 24 мая, ну, получается, со следующей недели, к вылетам по понедельникам и пятницам добавятся еще рейсы по средам. Об этом сообщили в Уфимском аэропорту. Перевозчик использует суда «Сухой Суперджет» вместимостью до 100 пассажиров. Также сейчас из Уфы в Стамбул летают компания Ир Аэро по вторникам. То есть 4 раза в неделю из Уфы можно будет улететь в Стамбул. Вот об этом новость. Новость для любителей здорового образа жизни, тех, кто имеет велосипед. В Уфе решили в день 1000 велосипедистов впервые провести гонку на время. Раньше такого мероприятия в рамках этого велофестиваля не было. Башинформ сообщает, что программа велофестиваля рассчитана на 2 дня. Он пройдет, получается, 27 и 28 мая. Это уже практически на следующей неделе в выходные. 27 мая, да, выходные. 27 мая в амфитеатре у конгресс-холла Таратау для любителей велоспорта и активного отдыха будут разные площадки открыты, развлекательные. Там будут выставки необычных велосипедов, уличные театры, детские соревнования. Эти площадки будут работать с 12 до 21, с 12 часов дня до 21, до 9 часов вечера. А уже на следующий день, 28 мая, на Госсовете в 8 часов стартует вот эта самая велогонка по проспекту. То есть там уже профессионалы и любители велоспорта будут соревноваться на время. А в 10 часов утра уже будет старт массовый для всех остальных желающих, кто будет просто, ну, как бы проводить время, должен проехать по традиционному маршруту: проспект Октября, улица Цурюпу, Заки Валиди, Конгресс-холл, по такому, с Госсовета до Конгресс-холла, одним словом. Ну, регистрация на этот старт, на велофестиваль идет на сайте Велоуфа. Вот. Предлагаю сейчас окунуться в федеральную повестку. Как обычно, мы смотрим телеграм-канал «Эхо Новости», вечерний выпуск новостей вчерашний. Но, тем не менее, он дает понятие о том, что происходит в России и в мире. Итак, вечерний выпуск новостей «Эхо Новости». Украинской армии в последние дни удалось отвоевать около 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, рассказали в Министерстве обороны Украины. По словам заместителя министра Анны Маляр, речь идет о территории к северу и югу от города. При этом она уточнила, что в самом Бахмуте российские войска продолжают продвигаться вперед. СРК «Патриот», вероятно, был поврежден в результате ракетной атаки по Киеву, но не уничтожен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Собеседник телеканала уточнил, что сейчас специалисты изучают возможность его починки на месте. Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении комплекса. Суд в Москве приговорил гражданина Колумбии к 5 годам, 2 месяцам колонии по делу о распространении фейков об армии. Как сообщает Медиазона, мужчину обвинили в том, что он разместил в одном из столичных торговых центров мобильные телефоны, с которых шла СМС-рассылка о действиях российской армии в Украине. Защита утверждает, что этот гражданин Колумбии просто продавал телефоны и устанавливал там какие-то программы.
Музыканты, в произведениях которых будет информация о наркотиках, со следующего года рискуют попасть под уголовную ответственность в России. Заместитель главы МВД Зубов пояснил, что соответствующие поправки готовятся внести в Кодекс об административной ответственности и в Уголовный кодекс России. Они также будут распространяться и на кинематограф. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий регионам самим определять, что делать с бездомными животными. Сейчас эти меры — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицу — определены на федеральном уровне. Зоозащитники предупреждают, что принятие законопроекта легализует убийство животных. По меньшей мере 3 чешских банка, в том числе и Unicredit Банк, начали закрывать счета россиян и белорусов. Клиенты банков рассказали местному порталу Е15, что столкнулись с закрытием счетов без объяснений причин. В двух банках подтвердили такую практику. Анатолия Чубайса и его жену заметили в МВД Израиля. По данным местного издания «Детали», они подали заявление на получение долгосрочных удостоверений личности. При этом сам Анатолий Чубайс в разговоре с ТАСС заявил, что эта информация не соответствует действительности. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». А сейчас я предлагаю завершить голосование на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Мы спрашивали вас, как вы считаете, специальная военная операция закончится до конца этого года? Да или нет? И вот ваше мнение, итоги подводим. Да, нет, не закончится, считают 81% проголосовавших. Да, закончится 19% проголосовавших. Вот такие итоги опроса. На этом наша программа подходит к завершению, но не подходит к завершению наша работа. Напомним, что сегодня после 11 часов настраивайтесь на наши страницы ВКонтакте, в Одноклассниках или в Ютубе. «Аспекты Башкортостана» будет программа «Аспекты мнений». В ней примет участие журналист Айдар Ахмадиев. Все это случится в 11 часов. А после этой программы в районе 12 часов стартует программа Digital Среда. Это обзор новостей в области диджитал и маркетинга, и их обсуждение. Ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Так что программа обширная, не теряйте связи с нами. Ставьте лайки еще раз, поддерживайте работу нашей редакции. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Владимир Абдулин. Всего доброго, удачи.